Ладой Хамушку, выпускник Московского государственного университета, профессиональный политолог, экс-президент Тувинского землячества, который занимал пост продолжительное время. Выступал за отмену конкурса Дангана и Тажи, считая его устаревшим. Газеты называют его как «политолог, не мечтающий о власти». Сейчас Ладой работает в Министерстве культуры Российской Федерации и специализируется в азиатских регионах России. Привет, Ладой. Добрый вечер. Итак, начнем с твоего землячества, с твоего президентства. Почему ты все-таки решил занять этот пост? Ну, это пришло по наитию скорее. Когда я еще был школьником, я планировал, что буду членом землячества где-то к курсу третьему. Но так сложилось, что я поступил, и в тот же год сразу стал активистом. Через год стал заместителем. И через год, когда тогдашний президент уехал в Туву, мне предложили, как самому активному, занять этот пост. Ну, я решил попробовать свои силы. Ну и так получилось. Сколько тебе было лет? Это был 2017 год, мне было 20 лет. На самом деле все отзываются о тебе, что ты самый запоминающийся президент в истории землячества именно в Москве Тувинского. Ну, потому что, наверное, дольше всех. Обычно была традиция год только быть, да. Я сидел 3 года, так уж сложилось исторически, как говорится. Ну, приятно, если люди помнят. А какие проекты тебе удалось осуществить в реальность, а какие все-таки нет? Ну, когда я стал, мы тогда создали наш ансамбль. Очень хороший ансамбль, молодые ребята, прям очень воодушевленно. Мы провели концерт, несмотря ни на что, хотя были студентами, у нас не было опыта проведения таких мероприятий. Провели концерт, потом провели шага на хорошем уровне, потом провели Дангана и Тажи. Но потом начал понимать, что Дангана и Тажи больше не актуален, неинтересно, я стал бороться с этим конкурсом. Ну и, в принципе, с тех времен как-то особо уже яркого не проводят. Ну и дальше уже День тувинского языка проводили, какие-то культурные, интеллектуальные мероприятия проводили. Ну, где-то получалось, где-то, может, не очень качественно. Но в целом я доволен своей работой. Когда был ковид, тоже помогали землякам, соответственно. Ну, что не получилось, сложно сказать. Сложно сказать. Пусть каждый сам себе ответит, что не получилось. В 2018 году одной новостной газете из Тувы ты дал интервью, и тебя назвали политологом, не мечтающим о власти. Кем ты сейчас работаешь? Я уже более 2 лет работаю на госслужбе. То есть я такой чиновник, получается. Ну, занимаюсь, да. Как так получилось, что ты никогда не хотел заниматься политикой профессионально, но стал? Нет, я не занимаюсь политикой. Я просто чиновник, я просто бюрократ, так сказать. Я не борюсь за власть, я не участвую в политической жизни, я не участвую в выборах. Это и есть политика. Я политикой не занимаюсь. Ну, тогда хорошо. Ты процитировал в интервью своего профессора. Как говорит наш профессор, нормальные люди в политику не лезут. Какие же люди там в политике? Ну, точно неординарные, незаурядные личности. Это люди, которые полностью себя отдают своему делу. Это люди, которые думают, как их каждый шаг повлияет на решения государственные, политические, на их союзниках, на их оппонентах, как скажется на общественном мнении. То есть ты каждый свой шаг, каждое свое действие ты должен согласовывать своими намерениями политическими. Это очень сложная жизнь на самом деле. Еще пытаться что-то изменить в стране – это очень тяжелая жизнь, и, наверное, 99% людям это не под силу. Поэтому политикой становится тяжело и трудно, да. Поэтому не каждому это суждено, и не каждый сможет это сделать. И не каждый стремится, соответственно, такой жизнью жить. Я спрошу тебя, как у политолога, как ты думаешь, когда же все-таки Тува выйдет из строчки самых беднейших регионов России? На данный момент она занимает последнее место. Самое первое, точнее. Как политолог, я отвечу, это сложный и хороший вопрос, так сказать. Есть ряд факторов исторических, социокультурных, политических, так сказать.
Когда будут большие, серьезные государственные инвестиции в развитие Тувы, я так считаю, если вкладываться в определенные сферы, которые могут выстрелить, например, сельское хозяйство, мне кажется, перспективное направление. Сельское хозяйство? Да, вполне, мне кажется. Далее, туризм. Ну и такие культурные преимущества Тувы есть, как то, что находится в центре Азии, на стыке азиатского и западного мира, в конце концов. То, что там буддизм как одна из мировых религий, если грамотно использовать все эти моменты, то будут хорошие перспективы для развития, я считаю. Тем более сейчас, если идет поворот на восток, если Тува вклинится в эти товарные цепочки, в эти тенденции, то, думаю, это положительно скажется на населении, на заработке и в целом на уровне развития Тувы. Вот как ты думаешь, вот что было бы с Тувой, если бы она не была в составе России? Ну, я скажу так, что, по моему мнению, то, что Тува часть России, это для нее большая историческая удача. Почему? 20 век в целом непростой, а для Азии он втройне, наверное, непростой. Ведь чем начинался 20 век в Азии? Это, прежде всего, революция в Китае, это революция в Монголии, революция в России, это усиление милитаризма в Японии, и весь этот водоворот событий, потом еще начало Второй мировой войны. Это ведь Тува находилась в этом контексте большом, и любой такой вот неправильный, может, шаг мог бы все это, вот, знаете, вот все эти бурю событий могло бы обернуться против Тувы. Ведь нас было тогда меньше 100 тысяч. Да. За 20 век нас стало в 3 раза больше. Мы сохранили письменно-материально нашу культуру, нашу музыку, традиции, искусство. Все это сохранилось, все это уже стало частью мировой культуры. И это уже никуда не исчезнет. Благодаря России мы смогли сохраниться, мы смогли приумножиться и экономически, и духовно, и материально. И поэтому это большое преимущество для нас. А вот если бы, ну вот давай представим, если бы Тува была в составе Китая или Монголии, как ты думаешь, к нам бы относились так же, как к уйгурам в Китае, например? Не могу сказать, это сложный вопрос. Ну, хорошо. Религия – это важное звено политики. Ты согласен с этим выражением? А кто это сказал? Ну, вообще... Нет, конечно, как любой социальный институт, он связан, конечно, с политической системой. Но то же самое, можно сказать, как институт семьи, институт армии. Все так или иначе может быть как за государство, как против государства. И политики, там, государственные деятели используют так или иначе религиозные институты, религиозных лидеров. Но, опять же, если некоторые считают, что религия создана государством, это совершенно иная тема, неверно совершенно. Поэтому, да, политика иногда может быть связана с государством и наоборот. Вот смотри, по моим подсчетам, ты дважды был в Индии. В первый раз ты ездил на встречу с Далай-ламой, а во второй раз? Я был там 6 раз. 6? Да. И каждый раз, да, я ездил на учение публичное его святейшества. 5 раз в школьное время. Последний раз вот недавно, пару месяцев назад, после 9-летнего перерыва, получается, заново посетил эту прекрасную страну. Также, да, увидел его святейшество, послушал его наставления, лекции. Очень интересно, вдохновился. А вот когда вот в детстве на что, то есть что влияло на твой выбор религии? Вот само местоположение Тувы или да, скорее родители, да, в целом атмосфера. Но тогда я, скорее всего, был, наверное, буддистом, как сказать, по вере, да. Уже с более осознанным возрастом стал уже книги изучать, философии, и уже стал, наверное, больше буддистом-философом, нежели по вере. Скорее, даже буддизм по вере у меня исчез полностью. Я стал просто буддистом-философом. Я больше отношусь уже как к философии, нежели как к какой-то религиозной традиции. Вот так сказал. И призываю, кстати, многих выбрать именно этот путь, отказаться от какого-то поверхностного взгляда, больше опираться на философию, больше опираться на какие-то, как сказать, на коренные тексты, изучать их, не просто прикладывать в голове, молиться на них. Это же немножко будет глупо, я считаю. Это все равно, что позвать выпускника философского факультета, попросить его прочитать книгу немецкого философа какого-нибудь и на нее помолиться. Но это выглядит примерно то же самое в моих глазах. Поэтому призываю вас, читайте тексты, изучайте их.
будьте более критичны, особенно тем, кто использует различные псевдорелигиозные какие-то, может, курсы, какие-то и иные формы так называемого инфо-цыганства, которые используются в Туве. Ну, какие формы были в Туве? Ну вот я слышал про карма-курсы, я их критиковал на своих страницах в Инстаграме. Слышал, что есть какие-то курсы, там, я вот не помню, там что-то про семена какие-то, что там, что-то. Подход, в принципе, изначально верный, но как это используется, это вот уже под большим вопросом, и насколько эти люди компетентны, чтобы рассуждать о таких высоких материях, это большой вопрос. Это большой вопрос, и призываю людей относиться к этому очень осторожно, тем более, если это касается вопроса денег, если вас просят внести какие-то взносы, либо там оплатить курсы, призываю к этому относиться очень осторожно и очень внимательно. Вот кто обычно занимается таким инфо-цыганством в Туве? Это те люди, которые проходили обучение в Индии или... Нет. Насколько я этих людей знаю, это просто что-то изучали, что-то прочитали, но не учились в Индии точно. Те, кто учились в Индии, там можно по пальцам пересчесть. Вот ты в Индии побывал 6 раз. Скажи, какой город тебе больше всего запомнился и какой из городов больше похож на Туву? Ну, самый близкий мне, конечно, город Dharamsala. Это, собственно, где находится резиденция Далай-ламы. Это место в горах. А чтобы местность была похожа на Туву, сложно сказать. Ну, Индия вообще не похожа на Туву. Разве что где-то в севере, опять же, Dharamsala, там, где горы, как-то отчасти похожи на Туву, там, где есть снежные такие вершины. А так нет, Индия на Туву в плане климата, природы совершенно не похожа. А вот можешь поделиться, зачем ты ездил туда 6 раз? Что ты каждый раз делал? Ну, прежде всего, как турист, как паломник, ты посещаешь все-таки уникальную страну с многовековой, несколькотысячелетней историей, где проживает миллиард человек. Они варятся в своем этом мире. Это отдельная цивилизация, где свое целое какое-то мироустройство, миропонимание. И это очень интересно всегда. И в том числе это место, где зародилась буддийская религия, где проживают выходцы из Тибета, в том числе Далай-лама, где дает свои наставления. Это очень интересно. И, кстати, многие туристы бывалые рекомендуют посещать именно Индию. Это очень многонациональная, самая многонациональная страна, очень колоритная, очень самобытная в плане туризма, в плане паломничества, в плане какого-то, может быть, даже духовного насыщения. Это очень интересная страна, поэтому тоже всех рекомендую. Сейчас, правда, это дороговато, правда, но, тем не менее, если будет возможность, то обязательно посетите Индию. Очень рекомендую. В Туве почти каждый год строятся красивые буддийские храмы. Вот недавно построили Будду, а в феврале закончат стройку нового храма. Тебе не кажется, что на эти деньги можно было бы построить школы, садики или улучшить ситуацию с транспортом в нашем городе? Ну, это было бы справедливо, это мнение, если бы деньги были государственные. Но у нас школы, транспорт финансируют из муниципалитетов, из республиканских фондов, из федеральных. То есть это бюджетные деньги налоговиков, точнее налоговые. А тут ведь частные деньги, меценаты, то есть те, кто свои собственные деньги вкладывает в эти проекты. И это, наверное, их дело, куда они свои деньги хотят потратить. И в целом многие такие вот проекты культурно-религиозные, которые сохраняются на века потом, они же практически всегда оплачивались из частных накоплений фондов. Если бы я, допустим, ту же самую Италию, все это возрождение кем платилось? Купцами, какими-то меценатами. И приятно, когда состоятельные люди поддерживают такие вот большие культурные проекты в Туве. Это, наоборот, стоит только поддерживать, я считаю, потому что это ведь будет формировать бренд Тувы, о чем я говорил. Это будет привлекать туристов, надеюсь, в будущем. Это будет и влиять на настроение народа. Это будет, как сказать, на какое-то самовосприятие этого народа, что он будет стремиться к чему-то высокому, духовному. Я вижу вот здесь только плюсы. Опять же, если бы это государство вкладывалось, что, опять же, у нас государство отделено от церкви, то здесь были бы уже вопросы. Я был бы за то, что вы говорили вначале, но так как это, опять же, повторюсь, не государственные деньги, то
это можно только приветствовать. А как ты думаешь, почему все-таки инвестируют всякие религиозные храмы в Туве, а не в других регионах России? Допустим, Калмыкия, Бурятия. Но все-таки, наверное, Кургет Сергеевич Шойгу, наверное, все-таки из Тувы. Ага. И Шалом Валерьевич, который продвигает этот проект, тоже глава Тувы, бывший. Поэтому, наверное, логично, что они в Туве будут это развивать. Ведь в Калмыкии уже Кирсан Николаевич Ильминджанов построил храм. В Бурятии тоже есть свои храмы, как бы, а в Туве это под большого красиво нет, поэтому логично, что они построили здесь. Точнее, там. Как ты думаешь, в чем сила нашего народа? В чем сила? Ну, я скажу по своему опыту, вот почему я горжусь тем, что я тувинец. Я вырос у народ, который является частью кочевой культуры, является частью восточного мира. При этом я получил воспитание россиянина, я получил западное образование. То есть я, получается, как бы впитал в себя и восточную культуру, и западную. И, получается, как бы, ну, я считаю, что это лучше, чем быть, скажем так, просто там, быть частью либо только восточной, либо только западной. Это, наверное, есть сила тувинского народа, то, что он вдвойне богаче своей культурой, что он может понимать и восточных людей, скажем так, и западных. Он смотрит там и западные фильмы спокойно понимает, и живет, скажем так, в своей самобытной культуре. И у него нет противоречий, он это органично все впитывает. Главное только научиться грамотно доносить до других людей. Вот я, вот, находясь в Москве, понимаю, насколько это важно. Я всем раскрываю своим друзьям, коллегам, рассказываю о восточной истории, о нашей культуре, соответственно. И это людям интересно, поэтому это достоинство нужно нам, тувинцам, продвигать, использовать свое богатство такое. Ладой, скажи, кем ты себя видишь через 5 лет? Через 5 лет. Ну, прежде всего, наверное, семьянином, отцом, наверное, не знаю. Вот. А нету амбиций у тебя? Вот стану тем-то человеком в Министерстве культуры. Или сделаю вот это для Тувы. Нет, конкретно нет ничего, ни к чему не... Пока что вот такие вот у меня первоочередные задачи. Там дальше видно будет. Все-таки сложно мне сейчас что-то конкретно планировать. Не могу сказать. Я потому что не знаю сам, что будет. Что будет через год, через 2, через 10. В этом мире сложно загадывать на будущее. Ну да. Сейчас время такое вот, когда все меняется резко. Не только в российском, но и на международном уровне. Прежний мир меняется. И посмотрим, что выйдет из этого. Главное — искать возможности, пытаться меняться самим. Тогда это пойдет на пользу. Ребята, главное — заниматься тем, что вам интересно. И все.